взнос России в ПАСЕ за 2014 год уже переведен. Это 23 миллиона евро. Россия является одним из основных плательщиков ПАСЕ вместе с Германией, Францией, Великобританией и Италией. Но вместе с тем следует учесть, что наш взнос составляет лишь 4% бюджета Совета Европы. Поэтому, если даже мы перестанем платить, Совет Европы проживет, хотя, конечно, ему придется ужаться, сократить ряд программ, зарплаты и некие должности. Но я не думаю, что это будет фатальным ударом по Совету Европы. Поэтому, мне кажется, мы должны рассматривать вопрос о нашем взносе не с точки зрения того, нанесем ли мы вред Совету Европы или нет, а с точки зрения того, насколько нам целесообразно сотрудничать с этой организацией. Я думаю, что то, что произошло в ПАСЕ на прошлой неделе, когда против российской делегации были приняты очень жесткие санкции, станет причиной серьезного пересмотра наших отношений с парламентской ассамблеей. И, возможно, даже некоторые паузы в наших отношениях. Скажется ли это на взносе на 2015 год, сейчас сказать сложно, потому что обычно взнос переводится в начале года. До 2015 года еще есть время, мы все взвесим, посмотрим, как будет развиваться общая ситуация, как будет вести себя большинство парламентской ассамблеи Европы, будет ли она настаивать на ограничении наших полномочий и на более длительную перспективу. Я ничего не могу исключать, но мы считаем, что в этой площадке есть смысл. И мы готовы в ней участвовать, но не на дискриминационных началах. То есть, если нам предлагают просто находиться там, не имея права ни голосовать, ни фактически высказывать свое мнение, то в этом мы смысла не видим.